Не побоялись мало встать и сказать об этом, предложить свои варианты решения. Так, благодаря смелости и настойчивости татарстанских родителей, прием в первый класс по всей стране будет вестись только по электронной очереди. Как отмечают, эта процедура зачастую порождала коррупцию. Даже на федеральном уровне эта инициатива была поддержана, и сейчас, в скором времени, с 2022 года, все дети в первый класс будут приниматься по электронной очереди. В этом есть смысл выходить, говорить, получать результат и радоваться тому, что мир вокруг тебя стал лучше. В этом году в Татарстане выявили более 1000 коррупционных преступлений. Это больше, чем годом ранее. Ущерб свыше 400 миллионов рублей. Большую часть средств, в том числе путем взысканий, вернули в бюджеты разного уровня. Тенденции, они, в общем-то, по большому счету и не менялись, потому что и президентом республики неоднократно подчеркивалось о том, что наиболее, я уж так скажу, коррупциогенно емкими сферами на сегодняшний день является сфера земельных имущественных отношений, сфера жилищно-коммунального хозяйства. И, конечно же, в них, когда выявляются различные коррупционные преступления, это в основном страдает от этого именно обычное население. Поэтому и работа правоохранительных органов, и самое главное, профилактическая деятельность, она крайне важна. Одна из действенных профилактических мер – минимизация очных контактов с чиновниками. В Татарстане развивается портал госуслуг, где сервисы представлены в электронном виде. Также есть народный контроль. Каждый житель республики может заявить о своей проблеме. Через государственную информационную систему «Народный контроль», где отдельно есть категории коррупции. Около 200 обращений пришло в этом году. И по всем вопросам жизнедеятельности, коррупции в образовании, в здравоохранении, коррупции в строительстве дорог, в жилищно-коммунальной сфере и так далее. И мы видим, что часть вопросов действительно подтверждается. Как отметили на молодежном форуме, у поколения Z, то есть людей, родившихся в начале нулевых, высокий запрос на справедливость. Это нужно использовать, чтобы нанести коррупции решающий удар. Они не приемлют несправедливость. 80%. То есть, понимаете, почва благодатная. На нее надо просто правильно бросить правильные семена. Потому что идет совершенно новое поколение. Вся власть будет сегодняшней молодежью. То есть, значит, есть надежда, что завтра, когда вы станете большим руководителем или не очень большим руководителем, вокруг вас будет зона тоже свободная от коррупционных проявлений. И вот это очень важно. В борьбе с коррупцией важна огласка и публичное порицание. И здесь не обойтись без средств массовой информации. Сегодня на форуме наградили ряд СМИ. Специальную награду за журналистское расследование получила программа «7 дней». За серию публикаций отметили редакцию «Болгар-Радио СЫ» и дирекцию службы новостей телеканала ТНВ. Дмитрий Аринин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.